Из всех нарушений законности, допускаемых молодежью, наиболее опасными являются экстремистские действия. Решение социальных проблем по воспитанию молодежи стало первоочередной задачей государственных и общественных органов. Возросла актуальность и значимость обращения к проблеме профилактики молодежного экстремизма. Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их профилактики в обществе необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений. Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения идей экстремизма является молодежь не с сформировавшимся мировоззрением. Основная профилактическая задача – выявить и предупредить совершение преступлений экстремистского характера со стороны молодого поколения. Вы сами, наверное, в курсе, что единая концепция духовного расового воспитания и развития подрастающего поколения, которая утверждена главой Чеченской Республики и департамент является уполномоченным органом по его внедрению, это и есть идеология, более эффективная. И мы по этому пути идем. Самый большой и программный подход именно в Чечне и был против этого зла и придуман, и, к сожалению, на печальном опыте своем. Дело в том, что именно Чеченская Республика во времена Ичкерии фактически попала под влияние экстремистов. Даже власть была экстремистской, особенно в 1998 году. И закрепилась она. Но потом, как вы помните, проект провалился. Иначе быть не могло. Что мы предпринимаем и что мы делаем, имеется в виду руководство Чеченской Республики во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, который и является флагманом этой борьбы не только, наверное, на Северном Кавказе, но и во всей России, кстати, между прочим, вместе с Путиным. Это два непримиримых врага экстремизма в общем мире. Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп, организаций крайним радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности. Под влиянием социальных, экономических, политических и иных факторов, наиболее подверженных деструктивному влиянию, в молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые активно используют российскую молодежь в своих политических интересах. Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. Экстремистские движения вовлекают в свою деятельность молодых людей. Анализ показывает, что неформальные молодежные организации экстремистско-националистической направленности в основном являются молодые люди в возрасте до 30 лет, и нередко в том числе несовершеннолетние лица 14-18 лет. Та молодежь, которая сегодня уже в возрасте до 20 лет, значит, у нас ухватываются за эти экстремистские сайты, заходят туда, изучают те материалы, которые туда сбрасываются экстремистами, террористами. Она, в принципе, можно сказать, что тот период военной кампании, когда нам было тяжело, плохо, что явилось последствием, значит, тех же самых экстремистов, террористов, которые со стороны, значит, принесли нам это все, они этот период не видели, они не успели его прочувствовать как таковой, и так получается, что сегодня они опять попадают в эти же самые сети. Я бы хотел заметить, что огромная работа, значит, в этом направлении непосредственно проводится в республике главой республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. В принципе, весь вектор, который мы сегодня пытаемся поддерживать, он был задан первым президентом Чеченской Республики Ахматом Хаджи Кадыровым. И так получается, что мы по этому вектору, то есть по этой же самой траектории, никуда мы не сворачиваем ни влево, ни вправо, мы продолжаем этот путь, и получается, что в свете тех событий, которые сегодня происходят в мире, нам приходится просто чуть-чуть дополнять вот этот вектор новыми какими-то формулами. Ну, я вам скажу так, что в нашей республике, если сравнить нашу республику с каким бы то ни было регионом Российской Федерации, даже с многими государствами в мире, именно эта работа поставлена на такой уровень, что, наверное, мы бы в этом направлении мы занимаем первое место, потому что мы с вами знаем, что в нашей республике добились порядка, спокойствия не за счет того, что были проведены хорошо полицейские методы. То есть не только одна работа полицейских
служб принесла нынешний результат. Так получилось, что значит, 3 траектории проведенной работы – это работа руководства республики, значит, работа духовенства и полицейская работа. Они сошлись в один общий план, были, значит, сведены в один план главой республики, и в этом общем плане, значит, была проведена определенная деятельность, которая привела к нынешнему результату, то есть спокойствию в республике. Совершенно ясно, что поведение, мотивированное такими идеями, имеет строгую ориентацию против лиц иной национальности или религии. Сюда же входит ненависть к существующей власти, которая, по мнению экстремистов, попустительствует жизнедеятельности виновников всех российских бед, что приводит к еще более широкому распространению экстремистских идей. Именно эти идеи становятся фундаментом образования неформальных экстремистских молодежных группировок. Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола. Однако членами неформальных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми иногда являются и девушки. Отмечено, что основу рядового состава бандформирований для осуществления террористических актов и его пополнения составляют именно молодые люди, которые в силу ряда социально-психологических, физиологических и демографических особенностей наиболее восприимчивы к идеологическому воздействию, подвержены максимализму и радикальным настроениям. Почему أمر إنساني العبيد شيء يدينا كونسبت دخون ناس وسبتاني بالبو إف كونتكست كونسبت تجاه بروفيلاكتيكا إكستريميزم تيروريزم بوغشو شبو إجرافا أصلا إعبال بوتا أن هو إيمن نأيت كوارتلا مثلا دعسي عيتنا وترجون أدمنستراتي بلان رابطة إيونا مثل أدمنستراتي كمثلا سبريليتشينين دуховенство общественных организаций религиозных объединений суть полностью профилактически بالغ دين مخك عبيشبو بالغ قيش عبير بوشبو بربحن هدو ألشة وين مخ أرتانا وين مخك خل هيتس عقد إمت أرجوك أم حلق ديالله مسو إيكونوميك أون حار سسألنا أون حار غشو شيور أون حار مسو أون حار ديال إنقيتم سوي حوار بتشا عمل على نياق وبتشو نيس إذا قيش خلري تير دوق بيركت خلا تندير إمام أنت مسو مواستق دوق مواستقشنا توشيات تندير شيء خوشق دول حوشة دغياشت كودو ألشة يبالغ شيء قلب أخطر رومياتشت حتى قتشيرز شيء ساعات تيجينش كلاني ناخذ ندريات بغيرش ساعات ريليجيوز نتيجينش وين ما كعيوت شو دام حبشيز بخيلز تبلي خيلز قي خيلز إسنيو شو ديجينش ندريت تغيرش ساعات همش ليلدو أست إعابتش وبالا بيه على ويا بريولين إكستريميزم حنا أغن على وخبيزم حبشيزم قيول شو تحلق ساعات تيجينش وين ما كحا خليشيات ويمخكع ديل كتاب دو يالشن سنة دو ديل سنة قلتن ويمخكع أولا طريقة دو سندير إيزي بايا ويمخكع كتحلق ساعتي تشيني تحان بيجيني خيق تخلره إذا نيدو سمسلنا دع يلا دو دع قيقنا دو سوت إعبياش بالغ بو يبالغ جيجر بيقنا بو قيق بياش دحور بولش بو دا مؤلحة. Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства, но и задача представителей гражданского общества. Эта работа зависит от четкой позиции политических партий, общественных и религиозных объединений, граждан. В нашей стране профилактика экстремистских проявлений рассматривается как инструмент объединения усилий граждан России в укреплении нашего экономического и политического потенциала.